мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Он любил снимать воду и огонь, лошадей. Он любил снимать природу. Это были не просто красивые пейзажи, он очень тонко улавливал состояние природы. Он любил снимать вечность, просветы, закаты, течение воды, рассуждения крестьянина о жизни и мысли известных писателей, деревенские музыканты и плотники, и маленькая птичка, ведь это все вечность. Он любил снимать вечность, и он мог увидеть только так, как он умел увидеть. А как он это делал, это загадка. Он человек сложного характера, человек талантливый, с печальными глазами. Оператор и режиссер Сергей Петровский. Я когда приехал на студию, он уже снимал игровое кино, а я только со студенческой скамьи. Мне кажется, все-таки разница в статусе положения на студии. Когда я начал снимать документальные фильмы, ему предложил, он не отказался. Понимаете, не потому, что он там был всеяден и все подряд снимал, хотя многие его в этом обвиняли, но все, что он снимал, это достойное изображение. Его было трудно превзойти, он мастер. Вот в природе ничего не происходит, она не спешит, у нее некие циклы есть такие. Никак ты тут с этим не совладаешь, не поторопишь, не замедлишь. Вот у него было такое вот восприятие всего на свете. Он мог вот часами сидеть и наблюдать облака. Или мы едем в машине, все там балагурят, как обычно, вся эта группа. Нет, тут он сидит там, курит где-то. Вдруг так произносит, какое облако, уже больше не снимешь. И все. И это мгновение, которое ушло, и больше не повторится, ты этого не запечатлеешь. В нем всегда была вот какая-то ненасытность запечатлеть, снять. Причем это так, как он видит это по-своему. И у него хватало на все это терпения, и это даже не терпение было, это его органика вот такова была. То есть вот этот момент он себя включал как некий какой-то такой, ну как у нас сейчас громко говорят, космический там процесс или нет. Я думаю, что он этих громких слов вообще как бы никогда не произносил и даже как бы этого стеснялся. Он иногда с иронией своему Паше Зубрицкому ассистенту говорил, ну что, снимем на малого Оскара планчик, всего преуменьшая как бы, понимаете, но это позволительно мастеру, который знает, что он это сделает все равно классно. Поэтому он может немножко поерничать.
Это было в его характере. Есть люди, ну вот народные, заслуженные, ты сразу слышишь его в коридоре, громкие голоса, они там решают проблемы Союза, проблемы кино, структуры студий там и так далее, они во всем участвуют. Потом это все рушится с годами, потом это куда-то все исчезает, он никогда в этом не участвовал. Вот понимаете, вот даже, может быть, не потому, что он и не хотел в этом участвовать, а ему вот его органика этого не позволяла делать. Он не мог этим заниматься, ну, как бы вот по предназначению своему. Его вот предназначение снимать кино. Он уже был в определенном возрасте и в определенном состоянии здоровья своего, с ногами проблемы. Как он что-то начинал делать, куда-то все это уходило, хотя я понимал, никуда оно не уходило. Но вот его вот это призвание и предназначение он свое как бы выполнял уже стихийно. Мне это всегда нравилось, потому что есть люди, которые как бы работают подолгу. Вот этот момент должествования в кино и в искусстве вообще это ужасно. Он не мучился своей профессией никогда. Он мучился по-другому, решая некие какие-то проблемы свои художественные. Да, иногда иду по коридору, и вдруг там силуэт, там кто-то стоит. Я знаю, что его уже нет в живых, и как током бьет. Потом только начинаешь что-то, значит, соображать, что, ну да, это уже не может быть никогда. Понимаете, а очень хотелось бы, чтобы это было. Он тогда учился в Авгике, и проводился традиционный фестиваль студенческого кино. Жюри фестиваля присудило ему главную награду в номинацию «Лучшая операторская работа» за фильм «Перед самой войной с эскимосами». Это была его первая серьезная награда, потом будут и другие на международных и всесоюзных фестивалях и конкурсах, но все это будет потом. Сначала был поселок Ратенко под Минском, где он родился 18 июля 1937 года в семье военного. Школа, война, а потом дикое желание стать оператором кино. Он очень хотел поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, поступил в него, правда, с 3-го раза. И когда он представил свои фотоработы на суд приемной комиссии, то члены комиссии долго не могли поверить, что это он сделал. Он, Сергей Петровский, так они были сделаны профессионально. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша. Изо всех своих ран, из отдушин. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. На киностудии «Беларусьфильм» он начинал работать как оператор художественного кино. Он работал с такими режиссерами, как Виктор Туров, Александр Карпов. Он снимал такие фильмы, как «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами», «Операция Хольцауга» и другие. А в 1973 году он уходит в документальное кино и снимает фильмы с известными режиссерами документального кино Ждановским, Лысятовым, Душуком.
Он всегда был на расхват, он никогда не был без работы и всегда был востребован. Сначала он работал как оператор документального кино, а потом как и режиссер документального кино, за что ценили его коллеги. Во-первых, за огромную работоспособность, за очень тонкое операторское, художническое чутье. И мне кажется, что в его работах, в его кинопроизведениях больше ума, души и сердца, чем ума рационального профессионала. Он снял огромное количество документальных фильмов, и все их просто перечислить невозможно. Можно вспомнить такие, как «Колесо», «Сны ветров», «Хрустальная мелодия», «Мир вертлявой камышовки», Лариса Александровская, «Евангелие от мамы», «Последний челн» и многие-многие другие. И в каждом из своих фильмов он разный, и в каждом из своих фильмов он узнаваем. Первое знакомство, оно было интересно. Почему? Потому что, когда мы приехали на студию с моими подругами в 60-м году, появилась фамилия Сергей Петровский. Но я очень удивилась, потому что у меня в Ленинграде остался племянник Сергей Петровский. Ну вот. И уже была какая-то зацепка для знакомства. Ну и потом закрутилась. Любовь такая была. Быстро вспыхнула и большая. Он был очень застенчивым, он жил в Ратомке, и у них был свой участок. Мама выращивала много цветов и красивые. Он часто мне приносил букеты, причем приносил всегда, прятал. То под пиджак, то еще куда-нибудь. Мчался по лестнице. На 3-м этаже сидела я в конструкторском, прибегала ко мне. А осенью носил яблоки, причем яблоки у них были такие громадные. День свадьбы было очень много цветов. Любил дарить подарки детям. И детям, и мне тоже. Когда появилась вязанка, кухня, вот, я на нее все ходила любоваться. Но ничего не просила, потому что материально мы жили средне так, не так уж обеспечены были. И тем не менее, вот с каких-то постановочных, он к дню рождения мне подарил вот эту вязанку. Ну, когда ездил за границу, всегда приводил подарки только в семью. Себе он никогда. Он всегда знал, кому что подарить. И причем это было настолько неожиданно и настолько приятно, потому что буквально, затаенные какие-то были мечты у нас, и тем не менее, вот он угадывал. Когда он заболел, он не хотел говорить мне о том, что очень серьезно болен. Мы его направили в Боровляны. И там я, естественно, подошла к врачу и спросила, как дела. И она мне сказала, что осталось жить 4-8 месяцев. А я говорю, а он знает об этом? Они говорят, да, он заставил нас сказать. Но он никогда не говорил мне, что вот такое. Но я ожидала. И, честно говоря, он очень активно провел эти последние месяцы. И так получилось, что ему удалось закончить картину на видеоцентре. Буквально на следующий день пришел он, и ночью внезапно умер. То есть он, можно сказать, на ходу умер. На лету. Ми, як мать і сина, далеку дорогу провожали.
1960 году Сергей Владимирович Петровский познакомился на киностудии «Беларусьфильм» с девушкой из технического отдела, которую звали Аида Сергеевна. Она стала его женой. Они поженились в 1961. Вместе были 38 лет. Две дочери – Ольга и Елена. По молодости всякое было в их семейной жизни, но у него было замечательное качество, он всегда умел вовремя остановиться. И еще одно качество замечательное у него было по прошествии долгой семейной жизни. Он не забывал сказать своей жене «я тебя люблю». И Аида Сергеевна сказала, что жизнь с Сергеем Владимировичем у нее была хорошая. Человеком характера он был непростого, скорее сложный, очень сдержанный, все всегда хранил и таил в себе, своим принципам творческим и жизненным не изменял, а работать с людьми принципиальными и общаться всегда непросто. А вот работать с ним хотели все, потому что режиссеры знали, что если снимает Петровский, это всегда профессионально, это всегда с художническим чутьем, это изысканно. Неважно, что он снимает, рассказ об оперной певице или о сельском плотнике. Он действительно был великолепным мастером, и его светопись я бы сравнил с живописью старинных мастеров, с картинами, перед которыми хочется стоять, на которые хочется смотреть и молчать. С Сергеем Владимировичем Петровским был знаком совсем недолго. Я познакомился с ним в 1999 году, собственно говоря, это год его смерти. Меня пригласили помочь в съемках фильма в качестве консультанта. Это был первый фильм о животных в Белоруссии. Мы встретились здесь при подготовке к первой экспедиции на Полесье, на Припять. У меня был некоторый скептицизм к белорусскому телевидению в смысле съемки животного мира. И когда я увидел Сергея Владимировича, подумал, ну вот, наверное, еще будет один неудачный пример съемки. Оказалось все совершенно наоборот. Человек, который всем параметрам меня поразил за эти недолгие месяцы знакомства. Ну, начнем с того, что он просто переделал всю аппаратуру. Чтобы снимать животных, нужно ли к ним приближаться очень близко, или же нужна специальная техника. Он переделал киношные телеобъективы под видеокамеру. И когда мы поехали в первую поездку, фактически прямо от машины можно было наблюдать за естественным поведением птиц, зверей. Это было удивительно. Операторская хватка, это была видна сразу. До сих пор я не видел еще ни одного оператора, который так работает. Строил кадры, как вбивал гвозди одним махом, причем планы могли быть очень длинные, сложные. Но я увидел, как человек, который прожил жизнь киношную, долгую. Я знаю, что он очень много ездил, много снимал, он видел всякую экзотику. И вдруг он для себя открывает мир белорусской природы. Я не слышал, чтобы он повышал голос. Не знаю, кто из съемочной группы знал, что он болен. Догадывался, он в одну экспедицию вообще не поехал. Я потом уже узнал, что он лежал под капельницей. Я вообще не знал о его болезни. Просто человек пожилой с палочкой прихрамывает, ходит, снимая с увлечением. Он умер, и
практически полностью смонтировал фильм на ВХС-ном носителе. Фильм, который он показал комиссии, не озвученный еще. У нас уже было название «Мир вертлявой камышовки». Вертлявая камышовка — очень редкая птица. Очень редкая птица, маленькая, незаметная. И я думаю, что Сергей Владимирович, наверное, чем-то похож на эту камышовку, на эту редкую, красивую. Она замечательно поет. Она поет на закате. Не на восходе солнца, а на закате, когда птицы практически все умолкают. Он болел недолго, всего несколько месяцев, онкологией. Сергей Владимирович Петровский, заслуженный деятель искусств БССР, известный оператор и режиссер, просто хороший человек, умер 9 декабря 1999 года в возрасте 62 лет. Из его огромного творческого наследия мне почему-то в память врезались два кадра. По озеру цвета красного золота плывет челн, а в нем старик. И кажется, что плывет этот челн к берегам безвозвратным, к берегам вечности. И второй кадр. Яблони в цвету под проливным дождем. Весна. Жизнь. И этот старик, и это озеро под лучами умирающего солнца, и белые цветы под дождем — все это вечность. А ведь он всю жизнь свою снимал вечность. Сергей Владимирович Петровский. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не подняться